5 из 7 есть. Лучшего охотника приглашаем сфотографироваться на стоянке. Продолжаем знакомиться с книгой. Следующая страница – Коми край в годы Первой мировой войны. В армию за годы войны было призвано 57% всех мужчин Коми края. Многие обращались с просьбами о зачислении их в армию на службу охотниками, то есть добровольцами. Некоторые жители Коми края, участвовавшие в военных сражениях, попадали в плен. Солдаты проявляли смелость и отвагу в бою, а родные с нетерпением ждали писем от них. Некоторые из них сегодня прозвучат в исполнении Руслана Аликперова. Письмо Михайлова жене Михайлова. Нившевская волость, деревня Тестовская. Вскрыто военной цензурой. Город Петроград. Военный центр номер 214. 1915 год, 1 ноября. На родину письмо от мужа вашего Филиппа Степановича. Здравствуйте, мой папаша и супруга Варвара, и 2 детей. Посылаю вам от белого лица до сырой земли низенький поклон. Еще объясняю, что нахожусь в плену в Германии. А теперь прошу от вас письмо про свои жизни. Идет посылка. Если хотите послать мне только такие посылки, можно, прошу по возможности, пожалуйста, как можно, пошлите письмо. Мы живем 3, Михаил и Григорий. Все, слава Богу, живы. Затем до свидания. Я остаюсь жив, здоров. Так же и вам желаю. Прощайте. Мой адрес. Один о себе из дальней сторонушки. Я, слава Богу, жив и здоров, и бодро себя чувствую. Пиши, как здоровье твое, и дорогих наших деток. Если бы ты только знала, как подчас тоскует сердце мое по вам. И если бы, кажется, я имел крылья, то прилетел бы к вам. Прижал бы вас к сердцу и расцеловал бы от души. Один раздел презентуемой книги посвящен лесной промышленности. Российские и иностранные промышленники проявляли интерес к лесным богатствам Коми края. Древесина использовалась в строительстве, шла на изготовление шпал для железных дорог, спичек. Рабочей силой на заготовках и сплаве леса были тысячи коми-крестьян. Они становились наемными рабочими на время, осенью и зимой, когда были свободны от сельскохозяйственных работ. В лесозаготовках принимали участие не только бедные крестьяне, но и среднего достатка и зажиточные. Работа по заготовке леса требовала большой физической силы. Трудились мужчины. Подростки вывозили срубленный лес к берегам рек. Иногда привлекались и женщины. Технический уровень лесозаготовок был примитивным. Использовались топоры, позднее двуручная пила. А есть ли у нас среди гостей сегодня желающие поработать с двуручной пилой? Хватит или еще? Давайте еще! На славу потрудились. Кто-то здесь тоже ответил. Расстояние, которое охотник проходил за день. На каком языке слово, может быть, кто-то знает? Расстояние, которое охотник проходил за день. Чомкос, кто-то правильно ответил. Псевдоним первого коми-поэта Ивана Куратова, образованный от коми-слова со значением «изнанка, обратная сторона». Гугов. Денежная единица пермян. Ур. 2 человека, по-моему, ответили правильно. Посчитайте, пожалуйста, свои жетоны. Кто набрал наибольшее количество жетонов? У нас, по-моему, дружба. Да, многочисленная. Ну, у кого больше, давайте посмотрим. У кого не 2,
Да, 3, 4 больше может быть. Давайте, 4 выходите, пожалуйста, сюда. У кого еще есть? 3, 4, 5 может быть. Что на... Сколько? Один на одного, пожалуйста. 6, да? 6. Всего 6, да? Так, ну, что я должна назвать? Да. Ольга, Анна Валерьевна спрашивает, кому отдать? Ольга Евтихеевна говорит, кому это перезадать. Ага. И так, пока рыба не кончится. Ну, хочу сказать, давайте начнем с учителя истории Татьяна, которая в девичестве была в Лубянке. Ой, можно оставить себе. Да. Можно по номерам? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если Хорошо, все фамилии раз, не два, знаете. 3, 4, 5, 6. Давайте отдадим 5. Пятый. Хорошо. Так. Кому следующий? Следующий, так. Кто у нас не охваченный? Ну, хорошо. Сколько у нас всего? 6 человек? 6 человек. Давайте 5-му отдадим. Хорошо. Тоже нашему человеку, выпускнице СГУ. Так, а какие номера остались? Осталось 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, отсюда отчет идет, да? Ну, я хочу сказать, что директор института всегда особо нуждается в ручке. Ну, я хочу сказать, еще 2 осталось, да? Ну, вот это может только быть творческой натуре, какой является. Ну, я хочу сказать, что классический цвет белый – это только для вас. Вообще подвижником в плане популяризации истории Коми и исследования истории Коми. Это ее не первая книжка, и она известна не только в нашей республике, потому что один из учебников для студентов они вместе с профессором Харунжей подготовили по гранту финского общества Кострена. И этот учебник достаточно популярен не только в республике Коми, его знали и за рубежом. И Ольга Евтихеевна настолько творческий человек, не только в написании, вот она этот жанр освоила, это очень сложный жанр. Это не каждому дано популярно написать о научной информации, о научных данных. Дело в том, что она как преподаватель и как подвижник с такой любовью относится к своему предмету. У нее каждое занятие это срежиссировано, ни больше, ни меньше. Потому что то у нее фестиваль национальной культуры, то у нее коми-кухня с дегустацией всех блюд. Студенты готовят, приносят, так они приобщаются к коми-кухне. То у нее, значит, народное творчество тоже с представлением каких-то там, то походы в музей бесконечные, где она их знакомит. Поэтому она не случайно, она заслуженный деятель, заслуженный работник Республики Коми и новатор, преподаватель-новатор, так бы я ее охарактеризовала. Ольга Евтихеевна, я вас еще раз поздравляю с этим замечательным успехом, и я думаю, что вы продолжите свое дело. Виктор Анатольевич Сижонов. И, конечно, мы очень ценим каждого человека, входящего в ученый совет нашего музея, потому что это всегда очень добрый взгляд, всегда на какие-то выставки, издания, которые мы делаем. Это всегда и может быть критика историка, это всегда какие-то напутствия хорошие. Поэтому я искренне желаю, чтобы ваше литературное творчество, потому что оно вот не только научное, да, узконаучное, потому что изучить архивы, мы знаем, что Ольга Евтихеевна очень много лет провела в архивах, в разных, не только нашей республики, Петербурга и других. И ей написаны многие книги, которыми мы продолжаем пользоваться и черпать оттуда бесконечный материал для наших экскурсий. Ну и она вот умеет так популяризировать. Это очень важно
для того, чтобы наша история, наша культура была интересна. Интересна молодому поколению, интересна тем людям, которые здесь живут, может быть, иногда много десятилетий, но какие-то факты даже не знают, а вот благодаря таким изданиям узнают и ценят, восхищаются нашим регионом со столетней историей. Ольга Евтихеевна, я вас поздравляю и благодарна вам за то, что вы всегда с нами. Спасибо. Патриотизм. Вот очень часто мы не знаем, патриотизм, а с чего начинается патриотизм? А с того, с чего начинается Родина. А Родина начинается с того места, где ты появился на свет. И только, наверное, на основании вот той исторической памяти, которая генетически в нас заложена, да, на основании тех моментов, которые вообще были в нашей стране, на нашей земле, где мы родились, наверное, отсюда и начинается патриотизм. Поэтому вот все книги Ольги Евтихеевны, они вот это и есть то патриотическое начало, которое закладывается через чувства, да, через то чтение, которое мы читаем. И здесь вот я хочу привести два факта, чтобы не путаться, я их написала в книжках, которые написаны. Вот один из таких важных моментов – это поддержка статуса учителя, которая была в конце 19-го, начале 20 веков. Вот мне вообще интересным показался факт о том, что учителей награждали медалью за усердие. И причем тот учитель, который получил эту медаль за усердие, его портрет вывешивался в школе не на то время, когда он работал, навсегда. То есть вот сегодня мы об этом много говорим, а вот об этом думали в то время, когда вообще развивалось образование в Республике Коми. А сколько было меценатов в то время, которые всячески поддерживали образование, а как строили здания школ на века. Вот гимназия Пушкина на улице Орджоникидзе. Она ведь соответствует по всем современным требованиям и стоит до сих пор. Поэтому я думаю, что на это, наверное, надо обращать внимание. И вообще очень много интересных фактов, и какие дипломы выдавались, да, и во всех дипломах было понятно, какой это был исторический момент. Это очень много интересных фактов, которые были изложены, а для этого, конечно, требовался огромный труд, обобщение этого материала, и потом написание так, чтобы могли читать дети, могли читать родители. И у нас с Ольгой Евтихеевной разработан классный час по книге, как раз, которая называется «Учебное заведение в Республике Коми. Начало 19-20 века». В монографии мы это с ней делали. Я думаю, что вот если кто здесь есть педагоги, наши студенты, которые пойдут на практику, это монография в нашей библиотеке, вы можете этим воспользоваться. Там есть абсолютно все материалы, причем весь классный час сделан с точки зрения современных педагогических технологий, да, так как это требуется сегодня. Поэтому я думаю, что, наверное, все эти книги должны читаться не только сегодня нашими учащимися, для которых написана эта книга. Я думаю, что они должны быть обязательно включены в предмет истории педагогики, который читается, и я думаю, что они должны быть использованы на уроках истории в школе, в СПО и в ВУЗе, потому что очень много кто приходит в ВУЗ, они очень многих каких-то вещей не знают. Поэтому думаю, что вот хочу закончить, как пишет Владимир Владимирович Путин, да, что для чего нам вообще нужна такая работа, потому что воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истории и национально-культурных традиций, которые и заложены сегодня Ольгой Евтихеевной. И это ведь не на сегодня, это на века. Поэтому я, Ольга Евтихеевна, от души вас поздравляю с таким значимым событием сегодня в вашей жизни и желаю вам, в общем-то, дальнейших изысканий. Я знаю, что вы на этом не закончите, потому что я вас хорошо знаю. И вообще реализация всех ваших творческих замыслов. Казалось, что я должна сидеть, здесь у меня должны быть дети, мои личные, которым я должна читать эту книгу. Вы знаете, мы читаем обычно сказку. Я не ученый человек, поэтому я тут эмоционально хочу сказать. Знаете, сказки – замечательная вещь. Они учат состраданию, милосердию, они учат правилам поведения в жизни. А чего нам не хватает сегодня? Любви к родине,
И это, сегодня это много говорилось об этом. И эта книга, она правда учит любить свою родину. Мы вроде как все из Коми республики, мы все знаем немножечко нашу историю, да, мы думаем, что раз мы здесь живем, вот я вот родилась, все, я люблю свою республику, а я много знаю, а нет. И вот когда я вчера читала, это правда как встреча со старым другом, ну где-то я там чего-то помнила, и я заново прочла это, я освежила в своей памяти. И это необыкновенно важно. Я сейчас говорю, вот я вот, оказывается, волнуюсь, и даже мурашки у меня, потому что я считаю, что это очень важно передавать, читать эту книгу, особенно детям. Сначала мне тоже смутило, ну как это, для младших и средних школьников, да как, это правда, мы сами среднее младшее звено, которые должны восполнить то, чего мы не знаем. Спасибо огромное-преогромное за такую чудесную книгу. Люблю 6-0, целую. Вместе, учились вместе, дружим всю жизнь. И, конечно же, вот, Оля, можно я тебя так назову? Можно. Все наши однокурсники, все, кто у нас на связи в интернете и кто живет в городе, искренне тебя поздравляю. Спасибо. Я думаю, что Оля помнит о том, что когда вышло ее первое издание, и все последующие 10 лет мы ее, можно сказать, клевали. А когда же дальше? А когда же следующая книга? И она нам обещала. Молодец, обещание выполнила. Я думаю, что даже зная на примере своих внучек о том, что книга эта просто замечательная, потому что на уроках дети ее могут использовать как основное пособие по истории нашего края. И это замечательно. Я думаю, что Ольга Евтихеевна не остановится на этом, что появится еще одна новая книга по истории края. И тем более, что, знаете, иногда хочется сказать, мы все время говорим о человеке, как об ученом, как там преподавателе и так далее. Но, наверное, немногие еще знают, что Оля вообще удивительный человек. Она не просто хороший ученый, хороший педагог, хороший, отличный, можно сказать, друг, но еще она прекрасный кулинар, она очень хорошая дачница, и вообще она настолько верный друг, что хочется иногда вот просто встать на колени перед таким человеком. Олечка, спасибо тебе за труд. Я надеюсь, Еще выступить, сказать пару слов, Ольге Евтихеевне. Все выступили? Ну, я думаю, что потом можно будет лично еще обратиться к автору. Исследователи, путешественники, поэты и писатели много писали о красоте и могуществе северных рек. А песни про Ижу нам сегодня исполнит заслуженный работник Республики Коми Наталья Федоровна Канова. Встречайте. Эту песню мы сегодня вместе с вами исполним все. Она настолько знаменита, вы все ее прекрасно знаете. Наверное, меня поддержите. Ой, ты, речка, Ижма, синяя краса, я такая ж рыжая, как твоя коса, потому секрета я не удаю, что 7-е лето милого люблю. Рябина красная, барабасная,
друг другу добрые слова, как-то вдохновлять. Вот вы меня вдохновили. Я подумала, сейчас пойду чай попью вместе с вами, пойду домой и сяду писать по советскому периоду. Спасибо всем большое.